А в Черском прошел форум предпринимателей района. В мероприятии приняли участие министр по делам предпринимательства Республики Екатерина Кормилицына, ведущие специалисты министерств и ведомств Республики и нижнеколымские предприниматели. С подробностями ознакомит Ирина Квитковская. В Черском прошел форум предпринимателей района. В работе форума приняла участие Екатерина Кормилицына, министр по делам предпринимательства и другие ведущие специалисты министерств и ведомств республики, а также нижнеколымские предприниматели. Предприниматели Нижней Колымы говорили о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться в своей работе. Главное из них – высокие транспортные расходы. Что мы получаем конкретно? Мука пшеничная. Мы с этим потолком должны продавать 83 рубля. Если мы посчитаем свои транспортные, закупка у муки 33,50 плюс наши 70 транспортные, и мы должны себе 30% оставить ЖКХ. Вот я, например, плачу 98 тысяч декабрь, январь, февраль, вот эти месяцы ЖКХ, электроэнергия, работники у меня, все прочее. Я должна продавать за 134. Я теряю 40 с лишним рублей. Также много проблем вызывают и различные тендеры. Например, заявку на участие в конкурсе на выполнение ремонтных работ в жилых домах подал предприниматель с южного региона России, который и понятия не имеет, где находится тот Черский и во сколько встанут транспортные расходы на завоз стройматериалов. А когда понял, то и отказался, хотя конкурс уже выиграл. А нижнеколымские предприниматели конкурс проиграли, поскольку знают реальную сумму арктического рубля. В год предпринимательства, а еще и в условиях экономических сложностей, мы, конечно, сегодня изыскиваем инструменты, которые бы способствовали, чтобы бизнес, особенно в таких территориях, был, по крайней мере, стабильным. Поэтому сегодня у нас разговор шел вот многоспектровый. И как сохранить то, что есть, и как сделать так, чтобы те резервы, которые сегодня есть, нам их все-таки начинать реализовывать. Ирина Квитковская, Ишхан Саркисян, НВК «Саха», поселок Черский.